Всем привет! И сегодня я бы с вами хотел обсудить такую тему, как работа в Якутске. И для этого я пробежался по вакансиям, которые сейчас есть на сервисах поиска работы, а прошелся именно по Headhunter. На мой взгляд, там сейчас более детальная статистика есть в открытом доступе, и интересно ее почитать и показать вам. На момент съемки всего компаний было зарегистрировано 5192, из них 346 компаний, у которых есть открытые вакансии. Всего же вакансий на момент съемки было 1874. И начнем мы с зарплат. Свыше 54% вакансий предлагают зарплату от 75 тысяч рублей. Чуть больше 27% вакансий от 150 тысяч рублей. Чуть больше 12% работодатели готовы платить от 225 тысяч рублей. Ну а зарплату же от 300 тысяч рублей предлагают чуть меньше 5% вакансий. А от 375 тысяч рублей всего чуть меньше 2%. Ну что можно сказать, то что наиболее распространенный уровень оплаты труда в Якутске от 75 тысяч рублей. Однако более четверти вакансий предлагают зарплату от 150 тысяч рублей. Что говорит, конечно же, о наличии большого числа высокооплачиваемых предложений, но в то же время вакансии с зарплатой свыше 300 тысяч рублей остаются редкими и составляют менее 7% рынка. Теперь на очереди у нас опыт работы. Свыше 54% вакансий требуют опыта работы от 1 года до 3 лет. 28% вакансий доступны без опыта работы. Чуть больше 15% работодателей ищут специалистов с опытом работы от 3 до 6 лет. Опыт же более 6 лет требуется лишь чуть больше 1%. Какой можно сказать вывод? Работодатели в первую очередь ориентированы на специалистов с небольшим практическим опытом. При этом почти каждая третья вакансия открыта для кандидатов и без опыта. А вакансии же для экспертов с большим стажем встречаются крайне редко. Больше 71% вакансий не требуют образования или не указывает требования к нему. В принципе, что я зря учился, что ли, получается? Шутка, конечно. 19% работодателей ожидает высшее образование, и лишь 9,5% вакансий требуют среднее профессиональное образование. Для большинства вакансий наличие конкретного уровня образования не является обязательным требованием. Работодатели чаще обращают внимание на навыки и опыт кандидата, чем на диплом. Свыше 80% вакансий предлагает работу на территории работодателя. Чуть больше 16% вакансий связаны с разъездным характером работы. С гибридным же всего лишь чуть меньше 2% вакансий, а удаленная работа самая редкая, всего чуть больше 1%. А ведь когда-то удаленщиков было очень много во времена ковида. Рынок труда Якутска остается преимущественно офлайн. Более 80% работодателей ищут сотрудников для работы на месте, а удаленные и гибридные форматы занимают менее 3% всех вакансий. Тип занятости. Свыше 58% вакансий предлагают полную занятость. 29,5% вакансий рассчитано на вахтовый метод работы. Подработка составляет 6%, а частичная занятость встречается лишь чуть больше 5% случаев. Какой же вывод? Рынок труда Якутска ориентирован прежде всего на полную занятость. Однако же почти каждая третья вакансия связана с вахтовым методом работы, что отражает специфику экономики региона и высокий спрос на сотрудников, добывающие промышленные отраслях. Теперь на очереди специализация. Рабочий персонал – самая востребованная специализация. 15,5% от всех вакансий. На втором месте строительство и недвижимость – 12%. Далее идут транспорт, логистика и перевозки – почти 10%. И производство, сервисное обслуживание – тоже почти 10%. Продажи и обслуживание клиентов замыкает пятерку лидеров с 7,5%. Рынок труда Якутска ориентирован прежде всего на рабочие, строительные, транспортные и производственные специальности.
Это опять же отражает промышленную специфику региона, где наиболее востребованы сотрудники, занятые в реальном секторе экономики. Отрасль компании. Добывающая отрасль является крупнейшим работодателем. Чуть больше 17% всех вакансий. Далее идут строительство, недвижимость и проектирование. Тоже чуть больше 10%. И розничная торговля. Тоже чуть больше 10%. В пятерку также входит металлургия и металлообработка, чуть больше 9%, и информационные технологии аж 6%. Какой же вывод? Рынок труда во многом формируется добывающей промышленностью, строительством и промышленным сектором. Именно эти отрасли создают наибольшее количество рабочих мест и определяют спрос на специалистов в регионе. Вакансии по компаниям. Компания «Западная» – крупнейший работодатель среди представленных компаний. На нее приходится свыше 9% всех вакансий. Второе место занимает Колмар или Колмар – 4,7%, что почти в 2 раза меньше. Далее следует ИТЭК, чуть больше 3%, Прогноз, тоже где-то 3%, и артель старателей Дрожник, чуть больше 2%. Замыкает список аэропорт Якутск, чуть больше 1% вакансий. Среди крупнейших работодателей лидируют горнодобывающие промышленные компании, что еще раз подтверждает ключевую роль добывающей отрасли в экономике Якутии и на рынке труда региона. Среди вакансий зарплаты от 155 тысяч рублей лидирует вахтовый метод работы 25%. На втором месте полная занятость почти 18% и подработки на третьем месте 4 с небольшим процента и частичная занятость чуть меньше 3%. Встречаются значительно реже. Наиболее высокие зарплаты в Якутске чаще всего предлагают именно вахтовые вакансии. Ну, в общем, просмотрев все это, что можно сказать? То, что на HeadHunter в первую очередь требуются рабочие профессии. Там много вакансий, связанных с вахтовой работой. Также требуется много автомехаников, связанные там с погрузкой. То есть, рабочие профессии сейчас как-никак актуальны. Образование сильно там не надо и минимальный опыт. Вот и все. Поэтому такие вот дела. Если тема будет интересна, то в дальнейшем можно будет то же самое сделать и про работу ЕКТ. Про работу в IT-секторе я сделаю как-нибудь отдельное видео, потому что там много чего можно интересного рассказать. Здесь я его специально не затронул, то есть да его и особо-то и нету на HeadHunter. Но в целом я как-нибудь отдельно сделаю обязательно видео и вам подробно расскажу. Там будет очень интересные моменты и выводы. Если видео вам интересно, я буду рад, если вы подпишетесь на канал, также на Telegram и напишите свои комментарии. Может, у вас есть какие-то свои мысли по этому поводу, есть какие-то интересные истории. В общем, смело пишите.